Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. О работе подросткового кабинета Якутского психоневрологического диспансера мы сегодня поговорим с Любовью Ханхатовой, подростковым участковым психиатром Якутского психоневрологического диспансера. Любовь Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте. Назовите самые распространенные расстройства подростковой психики. Ну, вообще детство и юность, да, это времена вроде бы самого беззаботного такого времени, счастья, но, к сожалению, у некоторых детей и подростков встречаются психические расстройства, которые приводят к ухудшению, да. Значит, психические расстройства у детей и подростков можно разделить на следующие категории. Это расстройство настроения, большая такая категория, да, расстройство после стрессовой какой-то ситуации, обсессивно-компульсивные расстройства, расстройство поведения, ну и шизофрения и другие вытекающие, ну, они встречаются гораздо реже в детском подростковом возрасте. А что негативно влияет на подростковую психику? На подростковую психику, ну, очень много факторов, конечно, да, которые могут повлиять отрицательно, негативно на психику подростков и детей. Ну, во-первых, это зависит от личностно-психологических особенностей самого ребенка. То есть, если он такой более подвержен каким-то эмоциональным напряжениям, да. Какие факторы еще могут повлиять? Ну, макросоциальные факторы – это влияние телевидения, интернета, социальных сетей. Микросоциальные – это какие-то невозможности находить общие, ну, какое-то общее со сверстниками, с педагогами, частая смена школ, допустим, да, трудности в учебе, потом семейные факторы – это достаточно такой большой фактор. То есть если в семье присутствует насилие, какие-то деструктивные отношения, то это, конечно же, отрицательно, негативно влияет на психику детей и подростков. Генетические факторы. Ну, там очень много, конечно, факторов, которые влияют на психику ребенка, подростка. А что такое подростковая депрессия и какие симптомы бывают и причины такого поведения? Подростковая депрессия, ну, клиническая депрессия у подростков и детей. Вообще ранее считалось, что дети и подростки не страдают депрессией. То есть только с середины 20 века, да, пришли к такому выводу, что дети любого возраста, даже младенцы, могут страдать депрессией. Например, при разлуке с мамой. Клиническая депрессия у детей и подростков – это психическое расстройство, которое сопровождается длительным, пониженным, подавленным настроением, тоской, грустью, апатией, ну и другими какими-то нарушениями эмоциональной сферы. Ну, таким образом. А отличие депрессии вот у мальчиков и у девочек есть ли? Отличие депрессии у мальчиков и девочек, подростков, есть некие отличия, то есть депрессивное расстройство у мальчиков встречается реже, но они становятся более раздражительными, агрессивными, проявляют гнев, ярость, там, теряют близких друзей, попадают в так называемые плохие компании, могут пристраститься в этот период к алкогольным напиткам, наркотическим веществам. Ну, таким образом они как бы ограждают себя от внешнего мира и какой-то несправедливости вот, считаемой, да. А девочки, подростки, встречаются депрессивное расстройство у них чаще, они становятся подавленными, грустными, апатичными, появляется плаксивость, сниженная самооценка. Ну, более вот таким образом. А вот что делать родителям, если, например, у своего ребенка заметили какие-то вот, ну, какое-то такое состояние? Да, родителям обязательно. Это такой период, подростковый период, да, когда дети, подростки считают себя уже достаточно взрослыми, самостоятельными. Многие родители теряют контроль в этот период над своими детьми, да, ну, в силу занятости,
в силу занятости не только родителей самих, но и детей, у которых в этот период учеба, просто колоссальные нагрузки идут. А, Но надо обращать внимание обязательно на резкую смену в настроении, в поведении, во внешнем виде. На все это надо обязательно обращать внимание. Зачастую дети становятся замкнутыми, свои переживания не рассказывают никому, тем более родителям. Могут, вот за внешним видом мы следим, да, и можно заметить на характерные вот следы самоповреждений, обычно вот self-harm называют, да, на предплечьях, на плечах, на передней поверхности бедер. В общем, надо обращать внимание на малейшие какие-то вот изменения, даже ухудшение в учебе, снижение мотивации. Почему-то вот резко ребенок перестал ходить в школу или стал отказываться ходить в школу. Это все, вот надо на это все обращать внимание, не оставлять без внимания. А есть ли какие-то стадии и осложнения депрессии, и вот когда уже стоит обратиться серьезно к врачу? Мгм. Разделяют стадии, да, депрессии подростковой, как легкая, средняя, тяжелая, тяжелой степени тяжести. Но при выявлении любых симптомов, вот перечисленных, да, все-таки следует обратиться к специалисту незамедлительно. Потому что подростковая депрессия, она имеет вот осложнения. Самый минимум это вот трудности в учебе, отчисления, там, долги, да, в учебе, там, потеря там, друзей, но и какие-то вот у подростков начинают появляться плохие мысли, мысли о смерти, суицидальные наклонности. Поэтому ждать какого-то момента, чтобы обратиться к специалисту, не надо. Все-таки необходимо обратиться к специалисту, чтобы удостовериться или предотвратить даже вот какой-то печальный исход, возможно. А какова профилактика депрессии у подростков, и ваши рекомендации? Профилактика. Начнем с семьи, да, все-таки ребенок большее время находится в семье, в школе, получается так, да, подросток. То есть родители обязательно пусть обращают внимание на поведение, на настроение своего ребенка-подростка, стараются постоянно разговаривать, спрашивать вообще, как дела, как настроение. В школе какая профилактика? Это проведение все-таки каких-то мероприятий, да, просвещения как самих учеников, так и педагогов на тему депрессивного расстройства подростков, как суицидальных наклонностей, наличия суицидальных наклонностей подростков. Это, конечно же, диспансеризация, которая должна проводиться именно в этом возрасте подростковом, да, диспансеризация. И в школах, чтобы была открыта всегда имелась вакансия психологов, чтобы имел возможность ребенок-подросток обратиться к психологу внутри школы. Открытый доступ к врачу обязательно тоже должен быть, по идее, врач в каждой школе. Общего имеется в виду направление. И повышать какую-то грамотность в охране труда в плане того, чтобы снизилась эта стигматизация, боязнь обращения к психологам, к психиатрам в том числе. А что такое буллинг, и вы как психиатр, как это можете объяснить? Буллинг. Буллинг, это ближе всего на русский, это как травля, да, это издевательство. То есть, когда в каком-то детском подростковом коллективе находится один ребенок, который считается, что он чем-то не соответствует каким-то стандартам общим, да, и его начинают буллить. В современном мире есть такой кибербуллинг, есть как в интернете, да. Что при этом делать? Самое главное, не игнорировать. Все равно. В любом случае, ребенок, который подвергается травле в школе, допустим, да, это становится заметно в поведении, в настроении его. Когда он домой приходит, допустим,
начинается такое, что ребенок отказывается ходить в школу или же с трудом идет в школу, говорит о нежелании идти в школу. Или наоборот может там посреди уроков встать и уйти, не объяснив причину. На это все вот надо обращать внимание. У учителя также все равно они видят, какая атмосфера у них царит в классе, какие лидеры у них в классе. Есть дети, которых все-таки вот откровенно обижают, буллят. Мгм. Например, вот в практике, да, у меня был подросток, мама тоже вот приходила, жаловалась, что вот мой ребенок совсем изменился, он стал замкнутым, он перестал, отказывается ходить в школу, не хочет идти в школу, говорит, не хочу и не пойду. А она дома его наоборот, вместо того, чтобы, да, как-то вот, она совсем даже не подумала в эту сторону, что все-таки его ребенка как-то травят, Обижают, да? обижают, да. А она начала говорить, что это у тебя лень, ты просто не хочешь идти в школу, нет, давай учись и так далее, и так далее. Но в конце концов все-таки выяснилось, да, она, мать, конечно же, молодец, она пошла и в школу, все-таки разбираться, что да как, почему так случилось. То есть не пустила это на самотек и выяснилось, что все-таки его обижают, да. Но как разрешилась эта история? Они радикально решили вот эту проблему имеющуюся, то есть они поменяли вообще в школу. И когда они поменяли школу, все-таки новый коллектив, и ребенок пошел в школу, хотя он до этого очень долгое время не хотел. То есть главное родителю вовремя, мне кажется, включиться Да, в этот вовремя. процесс, да? Обратили внимание, что есть какие-то проблемы. Это неспроста, это не просто так. Ага. Но с психологом он занимается, конечно, по сей день. Психологом, психотерапевтом, потому что жертвы буллинга это нужна длительная психокоррекционная помощь. А буллинг — это вот термин новый, но явление старое, так ли? Да, все равно еще со времен, как скажем, было такое, что какого-то ребенка выделяют, допустим, в материальном плане там как-то он отличается, в интеллектуальном плане или слишком умный, или же наоборот как-то не дотягивает, да, в интеллектуальном плане, и внешние какие-то особенности. Дети вот такие, что они обращают на это все внимание. И если вот выделят какого-то ребенка, может быть и такое, что начнутся вот эти вот издевательства. Вот до скольки лет считается подростком человек? Подростком вообще до 19 считается, да, в мире. Но у нас 18 лет уже как совершеннолетний, реально молодой человек. Поэтому, у нас до 17 лет. Любовь Сергеевна, спасибо за интересную беседу. Спасибо. А я напомню, гостем студии сегодня была Любовь Ханхатова, подростковый участковый психиатр Якутского психоневрологического диспансера. Оставайтесь с нами.